Бог общается с вами прямо сейчас, показывая, что это период неожиданных событий. Он собирается внезапно исполнить все, во что вы Ему преданно верили. Так что будьте готовы, предвидите это. Во многих сердцах происходит пробуждение, Его Дух волнуется, и многие из Его преданных последователей вот-вот услышат мощный победный крик. В это уникальное время года я вижу, как мир восстанавливается в разбитых сердцах, и красота возрождается из пепла. Какими бы ни были Его обещания для вас, приготовьтесь к ним. Зашнуруйте кроссовки, потому что все произойдет быстро. Бог подготовил людей, и вот так Его воля внезапно исполняется. Если вы верите в Бога, то вам понравится этот отрывок. Новая дверь поставлена перед тобой Господом, немедля открой ее. Октябрь для многих знаменует собой начало сезона. Путь проложен с октября по декабрь, предлагаются новые старты. Все это приведет вас к месту обетования. Это действительно великолепное время года, наполненное благосклонностью и личными обещаниями Бога. Заявите об этом, набрав 1111. Ожидайте помолвок и благочестивых супругов, ибо так постановил Дух Господа. Некоторые из вас войдут в 2024 год с ответом на свои молитвы. В это время Бог благоволит бракам, которые будут процветать и сохраняться, бракам, которые будут воплощать любовь Христа к нам. Многие из вас вступают в сезон божественной любви, и Его красота будет ошеломляющей. Возможно, вы боретесь со своей болью и задаетесь вопросом, почему Бог позволяет вам испытывать такие страдания. Однако это нечто большее, чем вы думаете. Боль подталкивает вас к исполнению обещания, рождая внутри вас что-то совершенно новое. Это готовит вас к величайшему чуду. Бог собирается исполнить это внезапно. В настоящее время вы переживаете переходный период, который вызывает у вас беспокойство и усталость, но ваше чудо конца года все еще в пути. Для этого в этом году еще достаточно времени. Подтвердите это, набрав 222. Не поддавайтесь давлению общества. Вы именно там, где должны быть. Представление о том, что к определенному возрасту все должно быть улажено, является заблуждением. Мы все разные, у каждого свой уникальный путь. Видя, как другие получают то, о чем вы дольше молились, вы можете почувствовать себя отсталым. Однако это не значит, что ваши благословения не в пути. Время и место согласовываются. Вы не опоздали, и ожидание вашего прекрасного подарка того стоит. Однажды все встанет на свои места. Вы поймете, почему вам пришлось терпеть трудности. Вы поймете, что Бог всегда был рядом, всегда прокладывая путь. Ваша радость переполнится, и вы обретете глубокое понимание борьбы. Просто подождите, пока вы не станете свидетелем благословения этой битвы. Все вот-вот изменится, от ожидания к ходьбе, от слез к смеху, от разбитости к надежде, от пустоты к восстановлению. Бог движется быстро, это мощное время года. Славьте Его заранее, ибо победа неизбежна. Ничто не останется неизменным. Наступает новый сезон,
новый вы, благословенный, исцеленный и восстановленный. Заявите об этом в изобилии, набрав «Я в изобилии». Бог открыл мне, что Рождество в этом году наступит раньше. Многие из вас будут праздновать Рождество с исполнением своего обещания в этом году. Доказательства того, что делает Всевышний, ясны и неоспоримы. Его сила проявляется замечательными и тактическими способами. Вы поймете, что это произошло исключительно благодаря Его силе. В настоящее время происходят мощные трансформации. Вы не должны упускать из виду этот знаменательный период. Многие из вас уже переживают эту реальность. Давайте подтвердим это кодом TI-444. Возможно, этот год был непростым, и вы, возможно, ожидали от него большего, но Всемогущий не прекратил свои благословения на вас. У нас еще есть несколько месяцев, чтобы Он удивительным образом раскрыл вам свои планы. Я могу чувствовать Его силу и Его присутствие, в атмосфере произошел сдвиг. Происходит необыкновенное событие. Для многих из вас Дух Господа объявляет, что предстоящие месяцы будут решающими. Это будет чудесный период перехода в вашу землю обетованную. Наш великодушный Отец борется с вашими противниками, поскольку вы находитесь на пороге входа в обещанную вам прекрасную землю. Сейчас вы находитесь в фазе возможностей, когда перед вами откроются двери, которые ни один человек не сможет закрыть. То, что раньше было заперто, теперь будет разблокировано. То, что было закрыто, теперь чудесным образом откроется. Мы вступаем в период внезапных открытых дверей. Шагните в свою страну молока и меда. Если вы согласны, ответьте «да». В последнем квартале этого года вы будете потрясены планами Всевышнего. Приготовьтесь, Он собирается продемонстрировать свою силу в вашей жизни. Ваши противники пожалеют, что не относились к вам лучше. Вы подошли к поворотному моменту. Атмосфера уже изменилась, и вскоре вы станете свидетелем этого в своей реальности. Подготовьтесь к тому, что произойдет. Это будет иметь большое значение для многих из вас. Будьте готовы к тому, что обещание проявится в любой момент, поскольку Всевышний уже послал его. Не судите по внешности, а по тому, что говорит вам ваш дух. Пришло время перейти от ожидания к жизни. Внезапность – ваша доля. Вы вот-вот вступите в период, когда только Бог сможет воздать должное. Ты не зря ждал так долго. Божественный союз на горизонте, специально подготовленный для вас. Ответьте: «Я готов сиять, чтобы подтвердить и активировать поток безграничного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности в вашей жизни». Подпишитесь на наш канал, если любите Бога. Некоторые из вас находятся на грани исполнения своего обещания. Я продолжаю слышать интенсивные крики радости и возгласы: «Это сделал Бог». Это волнует мое сердце. Его Дух присутствует прямо сейчас. Я очень рад сообщить: готовьтесь, нас ждут немедленные перемены. Я чувствую перемену ветра. Что-то меняется, Бог движется. Многие из вас вот-вот вступят в сезон изобилия,
одно благословение за другим. Аллилуйя! Бог потребовал вашего прорыва. Обещание должно прийти сейчас. Кто-то собирается получить. А Отец, пусть каждое обещание расцветает. Услышьте крики наших сердец. Ты видел каждую слезу и испытание. Вы знаете, как это было трудно. Услышь наши мольбы и благослови наши желания. Пусть наша вера сделает нас целостными сегодня вечером. Подтвердите это словом «да». Ваш важный королевский брак уже в пути. Ожидание может быть трудным, особенно когда оно связано с такой важной целью, как Царство Божие. Однако имейте в виду, что ваш будущий брак играет стратегическую роль и для многих сотворит чудеса. Его важность больше, чем вы можете себе представить на данном этапе. Вскоре вы окажетесь в отношениях, о которых горячо молились. Вы, наконец, сможете воскликнуть с трепетом: «Оно здесь, и я молился об этом». Даже если вам может казаться, что вы застряли в пустыне, будьте уверены, что Бог готовится послать дождь. Есть место, куда Он приведет вас, место, далекое от вашей боли и прошлых ошибок. Это место свежее и нетронутое, и вы войдете туда как новый человек, облаченный в Его любовь и непоколебимую благодать. Желание твоего сердца исполнится, а боль заглушит громкие крики радости. Это твоя порция, прекрасная душа. Он не оставит тебя. Разбитую душу Бог готовится вылечить так, как будто боли никогда не было. Боль скоро рассеется и сменится любовью, любовью, о которой вы всегда молились и которой жаждали. Бог собирает вещи воедино, и Он вот-вот восстановит все для вас. Ваша жизнь скоро обретет свою красоту. Битва завершается сегодня. Победа в ваших руках. Битва подходит к концу, и победа становится вашей новой долей. Пришло время исполнить обещание. Родовые схватки утихнут, и за ними последует слава. Сегодня состоится нечто уникальное. Произошел сдвиг, и я чувствую глубокое чувство рождения. Это приближается к полному кругу. Я вижу, как боль наконец угасает и заменяется обещанием. Я это слышу, чувствую и чувствую. Его слава на нас. Этот момент и этот сезон имеют решающее значение. Бог собирается исполнить свое обещание. Он собирается благословить желание вашего сердца, и вы будете благодарны за ваше терпение. Он собирается представить человека, за которого вы молились в те тихие моменты, когда были только вы и Он. Он собирается открыть глаза и выровнять всех. Это другой сезон. Оно не может оставаться прежним. Изменения вскоре проявятся в красивой форме. Вы начнете чаще видеть солнце. Ветер подует сильнее, и ваша доля будет в рывке. Враг не может вечно удерживать ваши благословения. Бог сейчас требует твоего чуда. Оно было выпущено. Пока некоторые из вас готовы, другие находятся на этапе исцеления. Обещание все равно будет выполнено. Боль может наполнить ваше сердце, но вскоре Он исцелит и восстановит вас.
Все это прекрасная подготовка к грядущему прекрасному обещанию. Позвольте любви Иисуса окутать вас. Путешествие непростое, но награда того стоит. Он поймал тебя. За этим есть красота. Отправляйтесь в это путешествие и наблюдайте, куда оно приведет. Сломленной душе, ожидающей, Бог дал представление о том, что будет дальше. Ваше сердце было наполнено надеждой и радостью, когда Он впервые вселил в ваше сердце это желание. Проблеск, который Он показал вам, был прекрасен, но время утомило ваше сердце. Вы умоляете Бога, спрашивая «когда?», но Бог уверяет вас, что ваше обещание все еще остается в силе. Держитесь этого взгляда. Это стоит ожидание. Он собирается возобновить его. Подпишитесь на наш канал, если верите в его обещание. В вашей вере в божественное испытание вашей веры может привести вас к самым интенсивным трудностям, но также и к самым глубоким благословениям. Божественное всегда активно присутствует в нашей жизни, направляя нашу веру на более высокие уровни. Это желание Божества, чтобы мы достигли уровня веры, который не зависит от наших эмоций, но коренится в нашей уверенности в том, что независимо от обстоятельств мы знаем, что обещания Божества остаются верными. Иногда нас заставляют ждать дольше, чем нам хотелось бы, или нас ведут по пути, на котором мы понимаем, что Божественное – наш единственный выбор. Если наша вера основана на наших чувствах, мы можем сдаться. Однако, если наша вера основана на нашем доверии к Божественному, она поведет нас к нашему божественному предназначению. Будьте ободрены и благословлены. Произнесите со мной эти слова, призывая имя Божества. Я верю в силу Божества. Я верю в работу Божества. Я умоляю Божество принести мир в этот дом и положить конец всем конфликтам внутри него в этот момент. Произнесите эту молитву 7 раз, и при каждом повторении я прошу, чтобы Божественное высвободило свою силу, как оно высвободило свои обещания исцеления и чудес над всем. Божественное обещание восстановления касается всех конфликтов в этом доме. Пусть в этот дом будет установлен мир, восстановлены отношения между родителями и детьми, удалена вся горечь и обиды, а чудеса совершатся по воле Божественной. Мы знаем, Дивайн, что у тебя есть сила, и мы знаем, что ты за мир, семью и дом. Итак, протяните свою могучую руку над этой семьей. Восстановите отношения между мужьями и женами, родителями и детьми и принесите облегчение всем сердцам во имя Божественного. Тем, кто потерял надежду, пусть Божественное принесет надежду и облегчение в их сердце. Мы просим Божественное увеличить нашу веру, чтобы было достаточно ждать Божественного. Пусть тревога, горе и агония будут удалены от нас, чтобы мы могли успокоиться в обещаниях Бога. Укрепи наше сердце, Божественный, укрепи наше внутреннее существо и научи нас терпеливо ждать. Увеличьте наше доверие еще больше, поскольку мы знаем, что если мы будем иметь веру хотя бы размером с горчичное зерно, как сказал Божественный, мы можем приказать этой горе сдвинуться, и она будет брошена в море. Внутри нас есть убеждение, что мы служим Божеству, которое может изменить любую ситуацию.
Часто мы молимся, чтобы отвлечь наш взгляд от обстоятельств, но теперь мы хотим, чтобы наши глаза были не только отвлечены от обстоятельств, но и направлены к Божественному. Наша надежда и доверие к Тебе, Божественное, и Ты даруешь нам победу над всеми разочарованиями и злом. Мы верим в Тебя, Божественное, и укрепляемся Твоей силой через Святого Духа. В этой молитве за тех, кто что-то потерял, за тех, кто пережил разрушение в жизни или в какой-то сфере своей жизни, я молюсь, чтобы Вы дали им возможность начать заново, попробовать еще раз, дать шанс тем, кто признает свои ошибки и извлек из них уроки. Принеси свой мир, разрушь каждое проклятие в их жизни и восстанови их во имя Божественного. Мы также молимся против любой зависти, противостоящей тьме, окружающей этот дом и эту семью, пусть она будет разрушена во имя Божественного. Мы просим Божественное, чтобы семьи преодолели все финансовые трудности, открыли финансовые двери и облегчили долги во имя Божественного. Я провозглашаю исцеление болезней, которые врачи считали неизлечимыми, и прошу Тебя раскрыть свою силу Бога невозможного в их жизни. Я пророчествую, что Ваши обещания будут выполнены в их жизни, что они испытают радость вместо печали, счастье вместо слез, во имя Божественного. Вместо траура пусть будет праздник, Господь. Я умоляю Вас избавить их умы от обиды, беспокойства, и вместо этого наполнить их радостью. Замените их страх смелостью и позвольте им испытать новую жизнь, которую Вы для них приготовили. Освободите их от боли и всего остального, что может обездвижить их, и позвольте им жить свободными от негативных чувств. Господь, благослови детей этой семьи и позволь им испытать силу и благословение в их эмоциональной жизни. Даруйте им новый путь в жизни, решая проблемы и обеспечивая исцеление всех аспектов своего существа. Господи, принеси облегчение страждущим, обнови их силы и излей на них свой целебный бальзам. Помогите нам оставаться сильными и противостоять злу с верой во имя Твое. Научи нас находить радость независимо от обстоятельств и оставаться рядом с Тобой. У нас есть благодарное сердце за все, что Ты дал и доверил нам, что приближает нас к Тебе, а Боже, благодаря Твоей верности. Господи, я прошу мирного исцеления и восстановительного сна для человека, слушающего эту молитву. Замените любую тревогу, беспокойство и страх миром, позволив им иметь надежду, несмотря на проблемы, с которыми они сталкиваются, зная, что Вы контролируете все вещи. Действуй в их пользу, Господь, высвободи свою благосклонность к этому дому и семье. Откройте то, что заблокировано. Господь, пошли своих ангелов, чтобы проложить путь этому ребенку, который верит в Тебя. Я также молюсь Богу, чтобы разрушенные отношения были восстановлены, браки исправлены, то, что было отброшено или изношено врагом, было восстановлено. Я также прошу у Бога сил противостоять любым невзгодам, потому что мы знаем, что радость Господа – это наша сила. Дай нам чистое сердце и правый дух, чтобы мы всегда могли быть похожими на Иисуса. Пусть наша вера определяется не обстоятельствами, а истиной о том, что Иисус – наш единственный достаточный Господь и Спаситель. Он делает нас сильными, выносливыми и способными преодолеть любую ситуацию.
Мы знаем, Господь, что Ты имеешь всю власть над всем, и нет ничего, что Ты не мог бы сделать, для Тебя нет невозможного, Боже. Поэтому я прошу вас взглянуть на жизнь этого молящегося человека. Возможно, его глаза наполнятся слезами в вашем присутствии. Я прошу вас сотворить чудо в жизни тех, кто борется с болезнями, даже тех, кому медицина не дала надежды. Я молюсь о сверхъестественном вмешательстве в их физические тела, чтобы все инфекции, воспаления и болезни, поражающие кровь или органы, исчезли силой Господа Иисуса Христа. Я заявляю вместе с ними, что верю в силу Божию, верю в это действие Божие. Я также молюсь Богу, чтобы в этом доме наступил мир и чтобы все конфликты прекратились. В этот момент позвольте этому человеку повторить эту молитву 7 раз, и, возможно, повторение высвободит ваше обещание исцеления и восстановления так же, как вы выпустили свои обещания. Теперь, Господи, принеси мир в этот дом, восстанови разрушенные отношения и принеси облегчение каждому сердцу. Увеличьте нашу веру, чтобы мы могли ждать Вас и доверять Вашим обещаниям. Укрепи наше сердце, Боже, и нашу внутреннюю сущность во имя Твое. Возлюбленное дитя, мое сердце жаждет сладкой симфонии благодарности, исходящей из Твоих уст. Этот звук согревает мою душу, когда вы признаете каждое благословение и благосклонность, которые я с любовью дарую вам. Знай, что твои проступки больше не хранятся в моей памяти, ибо они стерты моим безграничным прощением. Когда скорби омрачают твою душу, знай, что я рядом с тобой, поднимаю тебя из глубины отчаяния и окутываю тебя объятиями своей непоколебимой любви. Сегодня, когда ты откроешься мне, пойми, что ты больше никогда не будешь жаждать любви. Я здесь, чтобы быть вашим доверенным лицом, вашим самым искренним другом. Вы не будете искать утешения у тех, кто вас предаст, и потребность в одобрении со стороны неблагодарных угаснет. Я твой союзник, твой товарищ, источник твоей жизни. Я ваш Бог, ваш Царь, ваш Пастырь, Кормилец и Целитель. Я осветлю глаза вашего духа, чтобы вы могли ясно видеть врата в жизнь, затронутую сверхъестественным. Пусть оковы печали спадут, ибо они больше не свяжут тебя, дитя мое. Есть чудеса, которые я приготовил для вас еще до того, как вы попросите. Моя любовь к тебе постоянна и бесконечна, окутывая тебя неизмеримыми благами. Если твое сердце действительно отдано мне, если твоя преданность сильна и непоколебима, никакая сила творения не сможет отделить тебя от меня. Однако сохраняйте бдительность, для хитрого противника может возникнуть бремя и тяжесть отвлечения внимания в ваших доспехах. Могут возникнуть сомнения, и прошлое может преследовать вас, но я призываю вас оставаться сильными, сопротивляясь этим ловушкам, которые попытаются снова сковать вас. Знай, что ни ты, ни твои близкие не смогут таким образом оторваться от меня. Истина имеет первостепенное значение, поэтому не позволяйте ей ускользнуть от вас. Противник стремится сокрушить вашу веру и украсть ваш мир. Злые и завистливые духи шевелятся, предчувствуя свое скорое поражение, но их атаки слабы против твоего решительного духа. Ваше мужество остается непоколебимым даже во время испытаний.
Благодаря моему Святому Духу вы удостоены спокойствия, эмоциональной зрелости, самообладания и силы, превосходящей естественную. Страшным мыслям нет места в вашем сердце. Ваши шаги остаются твердыми в борьбе со страхом и тревогой, которые не будут доминировать над вами. Когда проблемы возникают внезапно, ваша непоколебимая решимость остается сильной. Не позволяйте эмоциональным волнам потрясти вас, держите мои слова близко к сердцу. Позвольте мне на мгновение окутать вас своими объятиями, чтобы подарить вам любовь и спокойствие, которых требует это время года. Моя милость и благословение находятся в пределах вашей досягаемости. Мое глубочайшее желание – увидеть, как ты торжествуешь и процветаешь рядом со мной навечно в небесных сферах. Это наследие принадлежит вам, поэтому примите его и проживите свою жизнь на этой земле так, как вы заслуживаете, наполненную непоколебимой страстью и целью. Твердо стойте в своей приверженности справедливости, будьте носителем моего слова до самых дальних уголков творения. Твоими руками я совершу чудеса, которые принесут утешение ищущим душам и предложат духовную поддержку тем, кто утомлен путешествием. Двигайтесь вперед с уверенностью, не обращая внимания на злобную зависть нечестивцев. Вложите свою веру в себя и обретите обильный покой. Когда внезапно возникнут проблемы, помните мои обещания, и мой Святой Дух будет безопасно вести вас в глазах мира. Я воскрешу тебя во свидетельство моей славы. Поддерживайте свое дело веры с ответственностью и решимостью и никогда не колеблетесь в своем доверии. Не теряй веры, оставайся сильным и знай, что я всегда прав. Каждая проблема, окружающая вас, превратится в благословения, которые приведут вас к миру, изобилию и спокойствию. Не позволяй унынию овладеть тобой, ибо я подарю тебе еще больше терпения. Позвольте мне реорганизовать элементы вокруг вас, следуя моему плану. Встаньте на колени в молитве и излейте свои эмоции. Я хочу исцелить твою душу, чтобы тебе больше не приходилось терпеть страдания. Я твой компаньон, твой непредвзятый друг. Посвятите время мне и поделитесь своими мыслями, планами и мечтами. Позвольте мне помочь вам достичь ваших истинных стремлений. Я передаю силу и жизненную силу, помогая вам благословить своих близких. Беспомощные благословения, дары, таланты и ресурсы находятся в моем распоряжении для вас, и если вы сможете увидеть их через духовную призму. Оставьте позади борьбу прошлого и приветствуйте каждый новый рассвет с новой решимостью, сражаясь за свою семью. Если эти слова находят отклик в вашем сердце, найдите время и поделитесь своими мыслями ниже. Ваши размышления помогут создать сообщество позитива. Спасибо за то, что ты с любовью присоединился к этому моменту, твой Создатель, о Боже. Увеличьте нашу веру, чтобы ее было достаточно, чтобы дождаться вас удали от нас тревогу, скорбь и агонию, чтобы мы могли успокоиться в Твоих обещаниях. Укрепи наше сердце, Господи, укрепи наше внутреннее существо и научи нас терпеливо ждать в Тебе. Еще больше увеличьте наше доверие, ибо мы знаем, что если наша вера будет с горчичное зерно, как сказал Иисус, мы сможем приказать этой горе сдвинуться и быть брошенной в море.
Мы убеждены, что служим Богу, который может изменить любую ситуацию. Мы часто молимся, чтобы Ты отвратил наш взор от обстоятельств, но ныне, Боже, не только отврати наш взор от обстоятельств, но направь наш взор к Тебе. Наша надежда, наше упование на Тебя, а Боже, и Ты даруешь нам победу над каждым разочарованием и злом, во что мы верим в Тебя, а Боже, и мы укрепляемся Твоей силой через Святого Духа в этой молитве за тех, кто потерял вещи, те, кто пострадал от разрушений в своей жизни или в какой-то сфере своей жизни. Я молю, Боже, чтобы Ты дал им шанс начать заново, попробовать еще раз. Дай этому человеку еще один шанс, Боже, тем, кто в этот момент признает свои ошибки и извлекает из них уроки. Я прошу Бога принести вам мир. Разрушь каждое проклятие в жизни этого человека и восстанови его жизнь, Отец, во имя Иисуса. Я также молюсь, чтобы все сопротивления и сопротивление зависти тьмы в этом доме и этой семье рухнули во имя Иисуса. Я молю Бога, чтобы семьи смогли преодолеть любые финансовые трудности. Я молюсь, чтобы финансовые двери открылись, чтобы долговые проблемы были решены во имя Иисуса. Я заявляю, Господь, что будут исцеления и болезни там, где врачи сказали, что лекарства нет. Я объявляю здоровье этому телу и прошу Господа проявиться как Бог невозможного для этого человека в нужное время. Боже, все Твои обещания исполнятся в их жизни. Я предсказываю, что ни одно из Ваших обещаний не окажется напрасным. Воистину, Господи, дашь Ты венец радости вместо печали, ели радости вместо слез и одежды хвалы вместо траура. Удалите все духи обиды, все заботы, нервозность и тревоги, занимающие ум этого человека, и замените их новым чувством, сердцем, полным радости. Кроме того, Боже, я прошу Тебя заменить страх смелостью и позволить им испытать новую жизнь, которую Ты приготовил для них. Убрать боль, убрать травму, убрать комплексы. С этого момента пусть они живут свободными от всего, что их парализует, свободными от всех вредных и отрицательных эмоций в своей душе. Очисти их, Господь, очисти их Своим Словом и присутствием Святого Духа во имя Иисуса. Я провозглашаю восстановление и обновление в их духе, душе и теле. Господь, я заявляю, что этот человек драгоценен в Твоих глазах, и что Ты защищаешь его и его семью. Во имя Иисуса я молюсь. Пусть Ты прикоснешься к жизни тех, кто переживает минуты страданий, обновив их силы. Ни одна проблема не является настолько серьезной, чтобы Ты не смог ее решить. Так, Господь, по воле Твоей, принеси облегчение этой боли. Налейте успокаивающую мазь на раны этого мужчины и женщины. Боже, молю Тебя даровать этому человеку, слушающему эту молитву, мир, покой и восстановление. Во имя Иисуса пусть все чувства тревоги, беспокойства и страха заменятся внутренним покоем. Пусть они сохранят надежду, независимо от проблем, с которыми они сталкиваются, ибо мы знаем, Господь, что Ты контролируешь все и действуешь от имени этой жизни в этот момент. Я прошу, чтобы Твоя благосклонность была высвобождена. Высвободите свою благосклонность к этому дому, к этой семье и откройте все, что закрыто. Пошлите своих ангелов, чтобы проложить путь этому ребенку,
который верит в вас. Один этап жизни постепенно заканчивается, и когда закрывается одна дверь, открывается другая. Вы получите мощный и уникальный знак того, что вот-вот начнется новая глава в вашей жизни. Вы почувствуете огонь в своей душе. Просто помните, цель – это причина вашего путешествия, а страсть – это огонь, освещающий ваш путь. Введите «да», чтобы узнать, что ангелы говорят вам сегодня. Во-первых, будьте абсолютно уверены в своих намерениях. Если вы не уверены, замешательство уменьшит вашу силу и силу, как свеча во тьме. Будьте предельно ясны и тверды в том, что для вас приемлемо, а что нет. Не беспокойтесь о мнении других. Сейчас настало время использовать свою собственную силу и броситься вперед. Вы ждали достаточно долго. Вступите в свои самые глубокие истины и стойте на своем. Это ваше время. Вы собираетесь открыть важную правду о себе. Вы испытаете более глубокое понимание и связь со своим внутренним существом, которое вызывает чувство эйфории и меняет жизнь. Это почти сразу же наполнит вас огромным внутренним покоем. Вы начали что-то значительное, теперь пришло время закончить это. Испытайте контраст, согласуйтесь со своим желанием. Введите «я утверждаю это», если вы принимаете это заявление сегодня. Примите простоту. Вы провели большую часть своей жизни, преследуя свои желания и цели, а этот момент предназначен для того, чтобы вы расслабились. Осознайте все вокруг себя и погрузитесь в благодарность за все, что есть, и за все, чего вы достигли. Позвольте своему сердцу и разуму быть спокойными сегодня. Это, так сказать, заслуженная перезагрузка. Ты заслуживаешь это. Расслабление – важнейший компонент роста. На самом деле это важно. Ты хорошо справляешься. Все идет по плану. Вселенная любит тебя. Возможно, вы столкнулись со многими «нет», возможно, что-то не получилось, но будьте готовы, «да» придет. Да исцелению, да прорыву. Ваше «да» уже в пути. Бог собирается открыть двери, которые не открывались. Он изменит мнение людей и заставит их относиться к вам хорошо. Введите «да», если вы получите это. Сегодня ожидайте благословения из непредвиденного источника. Не теряйте надежды, оставайтесь открытыми и восприимчивыми. С вами вот-вот произойдет что-то позитивное. Сосредоточьтесь на своих целях и стремлениях. Ваш дух интуитивно понимает, что лучше для вас. Это будет тонко подталкивать вас к действиям, которые соответствуют вашим глубоко укоренившимся истинам. Подтвердите это, набрав «да». Верьте в то, что суждено стать частью вашей жизни, постепенно пробивается к вам. Верьте, что неопределенность принесет самые чудесные благословения. Примите свое истинное «я» всем сердцем. Вы харизматичная личность, привлекающая к себе самые сокровенные желания и воплощающая в жизнь свои мечты. Замечательная возможность вот-вот представится. Подтвердите это, набрав «да». Ваша жизнь – это ваше повествование. Создайте его таким образом,
чтобы вы были героем, воином, любовником, тем, кто преодолевает все препятствия и продолжает развиваться. Никогда не изображайте из себя жертву. Пробудитесь к миру внутри себя, а не ищите свою личность во внешнем мире. Осознание своей внутренней ценности означает понимание того, что никакая внешняя ситуация или человек не могут лишить вас ее. Вы начинаете обретать свою настоящую силу. Вы начинаете понимать мощь своей энергии и осознаете ее значение в действиях в соответствии со своей самооценкой. Речь идет не о вездесущности, а о присутствии там, где вы находитесь. Вы находитесь в процессе трансформации, примите свет. Посмотрите внутрь себя, чтобы почувствовать себя целостным. Новый мощный этап вашей жизни находится на пороге начала. Вы собираетесь раскрыть потенциал, о котором даже не подозревали. Весь ваш жизненный опыт сходится. Будьте готовы к новым возможностям и духовным благословениям. Этот предстоящий этап станет временем разрушения границ, преодоления старых норм и признания своей силы. Если вы готовы, введите «да». Знание того, что вы можете, будете и должны – это единственная энергия, которая мгновенно превратит ваши амбиции, планы, намерения, желания и мечты в реальность. Вы обладаете гораздо большей силой, чем вы думаете. Не забывайте, ограничений нет. Настройтесь на свою уникальную мудрость и раскройте безграничную силу своей энергии. Если вы готовы, введите «Я оптимист». Жизнь манит вас проявить всю свою силу. Примите то, кем вы являетесь, без страха. Вас достаточно, и миру нужна ваша подлинная сущность. Живите, сияйте и не ограничивайте себя. Создайте свою магию и распространите свой свет. Эволюция предполагает обучение души. Вас тянет проявить высшую версию себя. Вы находитесь на грани получения мощного знака. Не стесняйтесь сделать значительный шаг навстречу своей мечте. Ничто не может помешать вам построить ту жизнь, которую вы заслуживаете. Выбирайте свои ценности и цели вместо своих страхов и живите в гармонии со своим духом. На протяжении всего вашего путешествия о вас заботятся и защищают. Если вы готовы развиваться, напишите «Я развиваюсь». Я здесь с вами, наблюдаю за вами и веду вас к проявлению вашей высшей версии. Откройте свои сердца и умы, чтобы получить мощные знаки, посылаемые вам. Доверьтесь божественному выбору времени и без колебаний делайте смелые шаги к своей мечте. Не бойтесь, ничто не может помешать вам построить ту жизнь, которую вы действительно заслуживаете. Выбирайте свои ценности и цели, а не свои страхи, и живите в гармонии со своим духом. Знайте, что на протяжении всего вашего путешествия о вас заботятся и защищают. Если вы готовы развиваться, заявите об этом Вселенной, набрав «Я развиваюсь». Примите трансформацию, происходящую внутри вас, поскольку она ведет вас к невероятным возможностям, которые изменят ход вашей жизни. Поверьте, что вы заслуживаете величия и имеете право на все хорошее, что может предложить жизнь. Оставьте позади груз своего прошлого
и позвольте огню трансформации сжечь все, что больше не служит вам. Доверьтесь своей интуиции и внутренней мудрости, ведь они поведут вас по правильному пути. Будьте бесстрашны в противостоянии своим страхам и визуализируйте реальность удовлетворения, удовлетворенности и вознаграждений, которые вас ждут. Не позволяйте ограниченным убеждениям и обязательной обусловленности мешать вам вырваться на свободу и принять перемены. Почувствуйте сдвиг, происходящий внутри вас, и примите совершенно новую реальность, которая разворачивается перед вашими глазами. Появляется ваше лучшее «Я», то, что воплотит в жизнь все ваши мечты. Позвольте своему духу склониться к этому изменению, и пусть ваш свет сияет ярче, чем когда-либо прежде. Когда вы это сделаете, путь, который вы ищете, будет становиться яснее с каждым вашим шагом. Теперь ваше время сиять, мои дорогие. Не удерживайте ничего. Вы столкнулись с многочисленными испытаниями, проблемами, неудачами и неудачами, но ни одно из них не определило и не победило вас. Вы продолжаете мужественно двигаться к миру, цели, благословениям и радости. И вскоре все для вас изменится. Приготовьтесь к повышению уровня во всех сферах вашей жизни. Ситуация, с которой вы сейчас сталкиваетесь, это возможность для вас сделать шаг назад и набрать обороты для того, что будет дальше. Вы собираетесь прыгнуть в свои благословения. Расскажите о своих заботах, недостатках и проблемах Всевышнему. Поделитесь с Ним своим сердцем, потому что Он жаждет услышать вашу точку зрения. Доверьтесь Его любви и Его планам относительно вас. Будьте готовы получить важную информацию, которая проложит путь к вашему подъему, миру и исцелению. Эти новые знания придадут вам энергии и научат новым способам связи со своим духом. Сохраняйте мотивацию и силу, потому что вы благословлены, могущественны и сильны. Если пожелаешь, сегодня вечером я войду в твои сны, чтобы дать четкие указания. Я окружу вас своим светом и помогу вам сориентироваться в любой части вашей жизни, которая заставляет вас чувствовать себя застрявшим и несчастным. Новые двери вот-вот откроются, и препятствия, блокирующие ваш путь, исчезнут. Пробудитесь на более глубоком уровне и лучше осознайте свою сильную связь с высшей силой внутри вас. Примите свою индивидуальность и доверьтесь себе, потому что вы божественны. Знайте, что Бог понимает вашу боль и хочет снять тяжесть печали с вашего сердца. Силой своей любви Он принесет освежающее восстановление, обильное исцеление и неописуемую радость. Удивляйтесь планам, которые Он приготовил для вас. Его рука на тебе, и Он никогда не отпустит тебя. Берегите себя и будьте готовы к предстоящему путешествию. Приготовьтесь быть приятно удивленными необыкновенной возможностью, которая изменит вашу жизнь. Вы заслуживаете величия и имеете право на все хорошие вещи, которые может предложить жизнь. Вы достойны этого благословения. Решите оставить свое прошлое позади и позвольте огню трансформации испепелить все, что вам не служит. Вы на правильном пути. Не позволяйте своему эго мешать вам. Доверьтесь своей интуиции и внутренней мудрости.
Вы настраиваетесь на реальность удовлетворения, удовлетворенности и вознаграждений. Все, что не было согласовано, удаляется с вашего пути. Визуализируйте новую реальность, оставаясь при этом в текущей реальности. Будьте бесстрашны, столкнувшись со своими страхами. Ограниченные убеждения и обязательная обусловленность могут помешать нам вырваться на свободу и принять перемены. Но если вы чувствуете, что внутри вас происходит сдвиг, будьте готовы испытать совершенно новую реальность. Вы входите в пространство, где существует ваше лучшее «Я», версия вас, которая воплотит в жизнь все ваши мечты. Позвольте своему духу погрузиться в этот сдвиг и распространить свой свет дальше вокруг себя. Когда вы это сделаете, путь, который вы ищете, станет яснее. Теперь ваше время блистать. Не сдерживайте ничего. Вы столкнулись с тяжелыми испытаниями, проблемами, неудачами, но они не определяют и не побеждают вас. Вы продолжаете мужественно двигаться к миру, цели, благословениям и радости. И вскоре все для вас изменится. Вы собираетесь повысить уровень во всех сферах своей жизни. Ситуация, с которой вы сейчас сталкиваетесь, это возможность сделать шаг назад и прыгнуть с разбега к тому, что будет дальше. Вы собираетесь прыгнуть в свои благословения. Осознайте свою силу утверждать и желать говорить со Всемогущим. Расскажите о своих заботах, ошибках и проблемах перед Богом. Ему нравится, когда мы делимся с Ним своими сердцами, и Он желает услышать вашу точку зрения. Итак, представьте свой случай. Приготовьтесь получить важную информацию, которая спонтанно проложит путь к вашему подъему, миру и исцелению. Это повысит вашу энергию и научит вас новым способам связи со своим духом. Сохраняйте мотивацию и полномочия, потому что вы благословленны, могущественны и сильны. Если хочешь, сегодня вечером я войду в твои сны и дам четкие указания. Я окружу вас своим светом и помогу вам сориентироваться в любой части вашей жизни, которая заставляет вас чувствовать себя застрявшим и несчастным. Новые двери вот-вот откроются, и препятствия, блокирующие ваш путь, исчезнут. Вы собираетесь пробудиться на более глубоком уровне и лучше осознать свою сильную связь с высшей силой внутри вас. Примите свою индивидуальность. На горизонте новое начинание, и ваша душа осветит путь, по которому вам следует следовать. Прислушайтесь к внутреннему побуждению, которое исходит из глубины вас. Когда вы будете готовы, правильный путь откроется сам. Помните, вы держите в себе все, что вам нужно, и верите в себя, потому что вы божественны. Бог понимает вашу боль и хочет снять тяжесть печали с вашего сердца. Силой своей любви Он принесет освежающее восстановление, обильное исцеление и неописуемую радость. Дивны планы Его на тебя. Его рука на тебе, и Он никогда тебя не отпустит. Берегите себя и будьте готовы к предстоящему путешествию. Если вы готовы, скажите «да» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Оставьте комментарий «Иисус есть Господь», чтобы поддержать наш канал. Подпишитесь на наш канал и включите колокольчик.
Помните, что в жизни риск может привести вас к лидерству или преподать ценные уроки.